Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. 7 целевых программ Министерства здравоохранения на 2022 год утверждены правительством Абхазии на заседании Кабинета министров. Депутат парламента Алхаз Джинджоли рассказал о законопроектах, работа над которыми активно велась в комитете, но так и не была завершена. Культурные учреждения Абхазии возобновили свою работу. В театрах идут последние приготовления ко встрече со зрителями. Семь целевых программ Министерства здравоохранения на 2022 год на общую сумму более чем 190 миллионов рублей утверждены правительством Абхазии. Кроме того, члены правительства утвердили предельную численность работников аппарата Министерства внутренних дел. Подробности в репортаже Гугуцы, Иордания. В повестке очередного заседания Кабинета министров более 10 вопросов. Практически все они касаются сферы здравоохранения. Поэтому основной докладчик глава Минздрава Эдуард Будба. Первым вопросом была рассмотрена и утверждена целевая ведомственная программа на 2022 год, направленная на лечение пациентов с почечной недостаточностью. Она касается развития и совершенствования процедуры заместительной почечной терапии. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере 50 миллионов рублей. В 2020 году по аналогичной программе пролечено 70 пациентов, проведено 8261 процедура. Значит, пролечено 65 пациентов, проведено 8340 процедур. Вот. Прирост 16 человек, умерших 13. Функционирующие АИП на сегодняшний день аппараты суставной почки 15 штук. Все, что необходимо для этого у нас в республике присутствует, завозятся необходимые расходные материалы, больные поступают на гемодиализ, врачи и средний медицинский персонал укомплектованы. И есть сложности с медперсоналом, учитывая сейчас во всю ситуацию по ковиду. Премьер-министр Александр Анкваб поручил Эдуарду Будба проверить, как функционирует отделение гемодиализа в республиканской больнице, так как иногда от пациентов поступают жалобы. Вторым вопросом члены правительства рассмотрели программу по лечению туберкулезных больных. На финансирование программы заложено 7 миллионов рублей. Распространенность туберкулеза в 2020 году составила 183, а в 2021 году 149. Заболеваемость туберкулезом за 2020 год 95 человек, за 2021 год 85 человек. Ну, там последние цифры за полгода. Прошу поддержать данную программу. Премьер-министр обратил внимание на состояние канализации туберкулезного и психдиспансеров. Александр Анкваб дал поручение решить данную проблему. Все там было сделано по науке. Оборудование было, когда это делалось, на тот период времени самое, что ни на есть, продвинутое, как говорит молодежь. Это надо догадаться и суметь все это испортить. Там были насосы или Грундфос, или Милле, не ниже уровня. Специально будете стараться вывести их из строя, не получится. Там такие двигатели, мы их испортили вместе. А посмотрите прайс-листы, какие цены сегодня на подобного рода оборудование. Сумасшедшие цены просто. Это еще надо их достать, привезти, они нигде не лежат на лавке, на полке. Ну, канализационные стоки, я лично думал, что там какой-то бетон, если честно, он такой. Да потому что если не чистить, если не ухаживать, все это превращается в бетон. Почему я так долго об этом говорю? Сделаем снова, и если опять будет такое же отношение, то это просто мартышкин труд, извините. И не только на этих объектах. Поэтому придется вам найти время, вашему аппарату, сделать ревизию всех лечебных учреждений, подпадающих под вашу юрисдикцию, посмотреть, какое отношение к технике, какое отношение к транспорту. Вы посмотрите списки, сколько машин скорой помощи загублено за последние 10 лет. Сколько пострадало в автоавариях. Дорогущие машины класса С.
Следующим вопросом была утверждена целевая программа, направленная на лечение граждан за пределами Абхазии. В 2021 году по данной программе прошли лечение 350 человек. Из них 120 человек в краевую больницу номер 1 города Краснодар, 17 человек город Москва, научный центр хирургии имени Пирогова, центр Бакулева 11 человек, в МНК Федорова 27 человек, 3 человека в Сочинскую больницу, 33 человека в городскую больницу «Четверку» именно в Сочи, в Бурденко, 12 человек в научный центр имени Блохина онкологический, в центр Алмазова Санкт-Петербург 5 человек, в институт эндокринологии город Москва 15 человек. Фактически затраты составили 73 миллиона 936 тысяч 973 рубля за отчетный период 2021 года. По программе в 50 миллионов, правильно? Да. Будпа добавил, что многие граждане республики предпочитают выезжать на лечение за пределы Абхазии, даже тогда, когда в этом нет необходимости. Я просто хотел бы еще, если вы позволите, сказать, очень много граждан у нас выезжает за пределы Республики Абхазия на лечение. Хотел бы подчеркнуть, что иногда такая тенденция есть, лишь бы поехать и выехать за пределами. Хотя здесь, на территории Республики Абхазия, наши коллеги могут аналогичное оперативное вмешательство проводить не хуже, а иногда и по определенным нозологиям наравне и даже лучше, чем некоторые другие клиники. Да, какие-то моменты, которые требуют выезда за пределы Республики Абхазия, мы как содействовали, так и будем содействовать. Есть сложные случаи, которые реально на территории Республики Абхазия и по оснащению, и по высоким технологиям мы на данный момент не можем производить. Но вот эта тенденция наших граждан поехать, неважно, потому что сказал друг, сосед, и кто-то там где-то оперировался, и исходя из этого, я хочу поехать в то или иное лечебное учреждение. Начинаются звонки, начинаются просьбы, порой неаргументированные. В этом направлении тоже активно работаю. Лично я принимаю пациентов, объясняю этим пациентам, что то или иное вмешательство можно проводить на территории Республики Абхазия. А как больным, которых мы направим лечиться в наши лечебные учреждения, как быть больным, когда им выставляют счета? Что Минздрав будет перечислять в республиканскую больницу плату за операцию? Такие моменты тоже присутствуют, но очень много вещей, которые делаются реально бесплатно. Мне нравится ваш напор, но в реальной жизни это немножко по-другому. Давайте сначала разберемся у себя, что происходит. У нас какая медицина, платная, неплатная? За исследования, за анализы. Наверное, у нас денег никто не требует, правда? Ни в одной больнице, нигде этого нет. А как быть? Пришли в больницу, является государственным объектом больницы, правильно? Оборудование государственное, правильно? И когда говорят, заплатите за это заплатите, за это заплатите, это как? Давайте мы приступим и определимся. У нас какая медицина? Платная, неплатная, смешанная? Какая? Поэтому настаивать на том, что мы вас обязательно здесь прооперируем, на сегодняшний день мы не можем. Есть вещи, которые мы можем делать здесь. Конечно, и уже делаем. Делаем достаточно. Да, но пациент почему-то требует, чтобы он поехал, допустим, именно в ту клинику, куда он хочет. В данном случае пациент всегда прав. Я не против, я не отказываю. Но есть аргументированные вещи, когда мы можем. Если можем, мы и делаем. Мы знаем, какое количество хирургических операций проводится в каждой больнице в Абхазии. Знаем, правильно? Какое число койко-мест занято, знаем. Все это соответствует действительности. Но ограничивать людей в их правах в данном случае мы с тобой не можем. Я не ограничиваю, я просто говорю, что в этом направлении по оснащению кадрами и медицинскому оборудованию мы работаем активно. Конечно. Вот что я хочу. Надо работать и разобраться в том, где можно получить платные услуги, где можно получить бесплатные услуги. И как это с правовой точки зрения регламентировано. Я же не тебя, Эдуард, это упрек ко мне прежде всего. Кадровый И ко всем сидящим здесь.
Кадрами мы неплохо занимаемся. Давайте сделаем отдельное заседание Кабинета министров по этому вопросу, посвященное здравоохранению. Давайте проанализируем за все послевоенные годы, сколько мы послали детей учиться в медицинские вузы, сколько из них закончили, что вообще происходит на этой ниве, по каким специальностям. Переквалификация. Пожалуйста, давайте подготовьте. Это интересно всем. Далее члены правительства утвердили ведомственную целевую программу на 2022 год по медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Финансирование программы осуществляется за счет республиканского бюджета в 2022 году в размере 3,5 миллиона рублей. Следует отметить, что за 2020 год количество обслуженных РРЦ пациентов 158, изготовлено протезов бедра и бок 10, изготовлено протезов голени 43, количество ортезов 15, ремонт протезов 63. За 9 месяцев 2021 года количество обслуженных 164 пациента, изготовлено протезов 11, голени 41, количество ортезов 11, ремонт протезов 81. По результатам реализации программы ожидается улучшение показателей реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, проведение ежегодного пересвидетельствования инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, обеспечение РРЦ протезами для ампутированного бедра и протезами для ампутированной голени. Затем министры обсудили и утвердили целевую программу, касающуюся обеспечения подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах Абхазии. На эти цели выделяется 450 тысяч рублей. Эта программа очень важна. И, может быть, Минздрав еще раз вместе с Минобороны вернется к этой теме. Сейчас мы это примем. Какие меры нам еще предпринять для того, чтобы вот эти показатели выбраковки, грубо говоря, значительно уменьшились. И Минобороны в связи с этим испытывает значительные трудности по комплектованию. Вот медицинская проблема мгновенно перерастает в проблему безопасности, военную проблему. Члены правительства также утвердили ведомственную целевую программу, направленную на приобретение лекарств и медицинских изделий для медучреждений республики. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере 70 миллионов рублей. На заседании Кабмина была утверждена и программа кадрового обеспечения системы здравоохранения. На ее финансирование выделяется 10 миллионов рублей. Кабмин утвердил предельную численность работников аппарата МВД и размер ассигнований на его содержание на 2022 год, а также дал согласие на передачу в собственность администрации города Сухум здания Сухумского физико-математического института Академии наук Абхазии и на предоставление организации А-Телеком право пользования участком недр в пойме реки Бзыб Гагарского района. Гугуца Вардания, Тимур Гогухи, Абхазское телевидение. Домашний арест в отношении сотрудников онкологического центра Льва Аргун и Ларисы Квиквискири продлен до 28 мая, сообщает пресс-служба Сухумского городского суда. Уточняется, что судья Милана Джинджоли рассмотрела ходатайство Следственного управления МВД. В рамках дела также ведется уголовное расследование в отношении заведующей дневного стационарного учреждения Нелли Лагвилава. Постановления могут быть обжалованы в кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 3 суток со дня их вынесения. Напомним, что уголовное дело по факту хищения лекарств в онкологическом центре было возбуждено в июне 2021 года. Депутат парламента Алхаз Джинджоли не намерен баллотироваться в новый 7-й созыв Народного собрания Абхазии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогу 5-летней деятельности парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны, председателем которого он является. Кроме того, Алхаз Джинджоли рассказал о законопроектах, работа над которыми активно велась в комитете, но так и не была завершена. Подробности в репортаже Алики Трапш. Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаз Джинджоли, подводя итоги 5-летней работы, сообщил журналистам, что некоторые социально значимые законопроекты, над которыми работал комитет, не завершены. Алхаз Джинджоли выразил надежду, что начатую ими работу продолжат депутаты нового созыва. Одним из таких проектов депутат назвал проект о создании кризисного центра для детей из неблагополучных семей.
Был принят недавно относительно закона о профилактике беспризорности и безнадзорности. По конве этого закона должен быть создан подобного рода центр, куда ребенок либо изъятый из семьи неблагополучной, либо найденный в конце концов и так далее. Сейчас все сценарии не буду описывать, должен попасть. Это не вопрос создания детского дома, приемник, распределитель временного содержания. Это тоже только этап, один из этапов, вернее, пути, потому что следующим шагом планировалось создать такой институт, назовем, приемных семей. Потому что лучшая форма работы с детьми – это все-таки семья, даже если это не родная, так вынуждена приемная, проще, дешевле и гораздо правильнее, чисто по-человечески. Алхаз Джинджоли рассказал, что по данному проекту на комитетские заседания неоднократно приглашались представители профильных органов, представители МВД, прокуратуры, Министерства социального обеспечения и демографической политики. В результате была создана социальная служба по детям из неблагополучных семей. Сметы и штатное расписание на создание центра заложены. Алхаз Джинджоли выразил надежду, что при рассмотрении республиканского бюджета этот вопрос будет решен. Сумма, которую мы просим заложить, порядка 5 миллионов. Часть ее пойдет на приобретение, видимо, дома, места, не знаю как назвать, где этот центр планируется. Это опять-таки решают специалисты, не мы с вами, что они сочтут подходящим, то и они выберут. Есть статья расходов, например, называется «Санаторно-курортное лечение». Мы это здесь обсуждали вопрос. Как сказать, в другой интерпретации. Сегодня родилось такое предложение вообще отменить эту статью в том виде, в каком она есть. Сегодня это совершенно не приоритетная вещь. Я считаю, отправка или не отправка, не поймешь иногда, как это формируется, на санаторно-курортное лечение в стране, где столько проблем. Буду вынужден сообщить на сессии, естественно, и на заседании еще раз. Мы встретимся, естественно, повторю. Мы предлагаем отменить эту статью, тем более ее предлагают, расходы, вернее, на нее увеличить почти на 30%, до 15 миллионов. Как раз хватит и на создание приюта, и другое предложение, которое висит в воздухе уже, дай бог памяти, года 3, наверное, об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка. Она у нас составляет 13-10 тысяч, в зависимости от работающих, неработающих родителей. Мы предлагали уже неоднократно повысить до 20 тысяч единовременное пособие. Алхаз Джинджоли также рассказал о предлагаемых комитетом поправках к закону о репатриантах. В свое время правительством выделялся не раз участок земли, территория для создания таких зон заселения наших братьев. Программу разработали максимально привязанную к местности, которая развивает инфраструктуру, которая начинается не со строительства жилья, который этот путь, как показало время, не самый удачный, а создает рабочие места, создает инфраструктуру. Думаю, что эти две программы тоже будут рассмотрены, принимают их не парламент, а Кабмин. Ну, это сейчас я забежал вперед, потому что это сегодня будет только обсуждаться. Говоря о поправках к закону о медицине, Алхаз Джинджоли отметил, что в стране нет концептуального документа, который определил бы, к какой системе здравоохранения относится отечественная медицина. Так, в мире существует несколько видов систем по охране здоровья, где так или иначе оговорены страховые, частные моменты, государственное финансирование и так далее. Не бывает бесплатного лечения, лекарств и так далее. И в советские времена это все было не бесплатным, государство тянуло на себе, естественно. Но сейчас надо это упорядочить, потому что у нас не советские реалии, надо до конца урегулировать вот эти взаимоотношения. То есть юридическое сопровождение, например, взаимоотношений пациентов и медицинских учреждений, защита прав пациентов, защита прав, в свою очередь, медиков. Масса вопросов, к которым мы еще не подошли даже. В конце пресс-конференции Алхаз Джинджоли сообщил, что не намерен баллотироваться в депутаты Народного собрания 7-го созыва. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение. Все общеобразовательные и дошкольные учреждения Гудаутского района закрыты на карантин с понедельника 24 января до 17 февраля. Об этом сообщил нашей программе начальник отдела образования Гудаутского района Адамур Харазия. 27
января в Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрированы 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Айба Рашида Азаретовна по избирательному округу номер 7. Такмазян Хачик Мигранович по избирательному округу номер 24. Бебе Винори Яковлевич по избирательному округу номер 27. Кочарава Герман Вячеславович по избирательному округу номер 34. Бея Тимур Абисаломович по избирательному округу номер 11. Пачуля Ахра Георгиевич по избирательному округу номер 21. Сичинава Валерий Иварбиевич по избирательному округу номер 15. Всего на данный момент зарегистрировано 78 инициативных групп и 5 политических партий. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата памятного дня выбрана не случайно. Именно в этот день, 27 января 1945 года, советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти в Польше Освенцим, в котором погибло по разным оценкам от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры. Международный день памяти жертв Холокоста призван напомнить о неизменной приверженности борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленным актам насилия в отношении целых групп людей. Сохранение исторических записей, поминовение жертв, борьба с искажением исторических фактов – все это важнейшие условия восстановления справедливости после совершенных злодеяний. В ходе войны, напомню, там находилось не менее 1 100 000 человек, из чего свыше 1 миллиона, в общем-то, было замучено насмерть, загазовано, сожжено в крематориях, расстреляно и так далее. Большинство из них являлись евреями, то есть люди еврейской национальности из различных, скажем так, стран, из Польши, из Советского Союза, бараки, в которых люди жили, женщины, дети, пожилые люди. Это нечеловеческие преступления, которому нет срока давности и никогда не будет. Такое не должно быть забыто, хотя бы ради того, чтобы оно больше не повторилось нигде и никогда, ни на одном континенте вообще земного шара. Могу поделиться личными впечатлениями, потому что я высшее образование в Польше в свое время получил. Был 2005, если я не ошибаюсь, год, вот как раз, когда принято было постановление Генассамблеи ООН об установлении Международного дня памяти жертв Холокоста. Наконец-таки я решился посетить Освенцим. Долго хотел посетить, как-то, боялся, честно говоря. Там великолепный музей существует. Несколько часов длилась экскурсия, когда вживую видишь, это мыло сделано из людей, когда вживую видишь сумочки для немецких фрау, сделанные из человеческой кожи. Но этого словами не передать, это надо просто увидеть. Люди выходили оттуда опустошенными. И сколько бы слов не было сказано, слова останутся словами. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган проверила ход работ, осуществляемых на ряде объектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Министр побывала в Новом Афоне, где проводится капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. Также Узган проинспектировала работы по реконструкции подстанции Бзыпь. Культурные учреждения Абхазии возобновили свою работу. В театрах идут последние приготовления ко встрече со зрителями, которые уже раскупают билеты. Насколько готовы к работе театры столицы и что нового будет представлено на суд публики, узнавала Эсма Гуланзе. 6,5 месяцев пустовали учреждения культуры Абхазии. И вот, наконец, коронавирусный занавес спал, а театральный открылся.
Абхазский драматический театр готовится ко встрече с публикой. На сцене завораживающие декорации. А в это время в другом зале проходит читка, репетиция спектакля. Держа перед собой текст, актеры проникают в мир пьесы. Учат роли, анализируют, обсуждают характеры действующих лиц. Ведь работа любого театра состоит из двух частей – выступления и подготовки. Первая часть происходит на глазах у публики. Вторая известна лишь тем, кто участвует в создании спектакля. Так случилось, что уже после того, как было принято решение об открытии театров, у нас несколько актеров, которые заняты в ряде спектаклей, заболели. Здоровье, как говорится, прежде всего, и поэтому нам пришлось немножко корректировать свои планы. У нас, к сожалению, есть немалые, скажем так, проблемы технического характера. Некоторые из них можно решить быстро, а некоторые требуют и времени, и немалых финансовых средств. Но это не значит, что пока мы решим все проблемы, мы, значит, не должны работать. Мы начнем работать, мы будем работать с учетом наших возможностей. Уже на следующей неделе будет показан первый спектакль, пока что из старого репертуара. Затем планируются две премьеры, одна из которых посвящена супруге и верной соратнице Нестора Лакоба, Сарии. Постановка планируется во второй половине февраля. Решено, что на первом этапе театр будет давать по одному спектаклю в неделю. Что касается антиковидных мер, учреждение готово к работе в таких условиях. Театр готов к работе с соблюдением антиковидных мер. У нас есть все для этого, все, что необходимо для этого. Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения, лично министра Эдуарда Валерьяновича, который оказал нам помощь в решении этих вопросов. Наши администраторы, сотрудники готовы к работе в таких условиях. И, как говорится, здоровье превыше всего, здоровье наших зрителей. Этот вопрос мы решим, и здесь с этим проблем никаких не будет. Готовый русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Если раньше театр начинался с вешалки, то теперь с измерения температуры. Зрителей с симптомами ОРВИ в зал не допустят. Для всех остальных требования стандартные – маски на входе и дистанция в зале. Мы, конечно, будем следить за тем, чтобы в полном объеме все антиковидные меры в театре соблюдались. И, конечно, здесь речь идет об ограничении количества зрителей, чтобы не было скоплений, чтобы не было ситуации, когда кто-то может почувствовать себя некомфортно. Поэтому я думаю, что то, как мы постараемся это сделать и как мы будем работать, во многом может служить даже примером для кого-то. Первый спектакль после долгого перерыва уже состоялся. Встреча зрителей и актеров, истосковавшихся по волшебству сцены, получилась очень теплой. В планах театра несколько премьерных спектаклей. Среди них «Энджи Ханум. Обойденное счастьем» по повести Даура Зантария и моноспектакль актрисы Анны Гюрюгян. И спектакль «Не обо мне». Современная пьеса. В главной роли одна из крупнейших московских актрис. Мы специально пригласили ее на эту роль, Вера Бабичева, заслуженная артистка России и Армении. И она, мне кажется, этот спектакль превращает в своего рода, ее масштабную личности, спектакль этот превращает в высказывание о сегодняшнем дне. Так что этот спектакль мы 25-26 февраля тоже покажем нашему зрителю, а потом уже мы должны его сыграть на гастролях в Москве. Сейчас в театре идут репетиции знаменитого романа Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества», постановка которого планируется в неожиданном концептуальном решении. Кроме того, Русдрам готовит премьеру нового для Абхазии жанра – спектакля «Метод Грёнхольма». Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Мэр Сухума утвердил график проведения заседаний земельной комиссии администрации Сухума на 2022 год. Всего в 2022 году земельная комиссия проведет 14 заседаний. Первое намечено на 8 февраля. Время начала каждого заседания в 15 часов. И в конце выпуска о погоде.
По сообщению гидромедцентра, в пятницу 28 января в Абхазии ожидается облачная погода с ночи и до второй половины дня. Дождь. Местами возможен кратковременный слабый снег. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью -1, +4. Днем +1, +6. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.